И если говорить о том, кем был имам ан-Навави, да будет доволен им Аллах, то первое, что мы должны знать, как вы знаете, у нас есть книги Кутубут Тараджим. Кутубут Тараджим – это книги, содержащие жизнеописание, начиная от нашего пророка, миром и благословения Аллаха, его сподвижников, табиинов, атбау табиинов, а также больших ученых этой уммы. В этих трудах повествуются об их жизни, их даты рождения, их путь в поисках знаний, даты смерти, рассказывается о местах, где они скончались, об их шейхах, об их учителях, от кого они брали знания, об их учениках, кого они учили и кого воспитали. Это все повествуется в этих книгах. Если мы не будем обращаться к этим трудам, мы же ничего не узнаем о жизни этих людей. Ученых, составивших эти труды, признает весь мир. Они были обладатели знания истории и знания хадиса. Один из них – имам аз-Захаби, известнейший ученый, историк и мухаддис. Также Таджуддин ас-Субки, да будет доволен ими всеми Аллах. Имам аз-Захаби написал труд под названием «Сияр А'лям ан-Нубаля», а Таджуддин ас-Субки – очень большой ученый в нашем шафиитском мазхабе, и вы все его знаете. Он написал книгу «Табакат аш-Шафиия аль-Кубра», где очень красиво повествуется обо всех ученых шафиитского мазхаба, начиная от имама аш-Шафии. А как же они, муаррихи, оценили имама ан-Навави? В первую очередь о нем говорили шейхуль-ислам. Он человек, достигший степени шейха во всем исламе. Это очень большая степень, очень большой уровень. А Таджуддин ас-Субки высказался о нем очень прекрасным образом. Аш-шейхуль имамуль аллама. Он был выдающимся ученым, он был имамом, он был большим шейхом. Он устазуль мутаахирин. В нашем мазхабе мутаахиринами считаются ученые, появившиеся после V века по хиджре. Имам ан-Навави родился в 7-м поколении, в 7 веке по исламскому летоисчислению. Поэтому он считается из числа мутаахиринов. И имам Навави считается устазом мутаахиринов. А какой же смысл у этих слов? Все те, кто были после него, все опираются на его слова и следуют за ним в том вопросе, где он выбрал более достоверное. Он устазуль мутаахирин, худжатуллахи аля лахикин. Он довод Аллаха, установленный над теми, кто придет после него до судного дня. Его слова имеют основу, доказательства в любом вопросе. И более того, его описали ад-дааи, и это очень сильные слова, которыми он написан в заключении. Ад-дааи иля сабили ас-салафин, призывающий на путь пророка, миром и благословения Аллаха и его сподвижников. Он не является бидаатчиком, и ни в каком месте имам Навави не говорил противоречащее шариату. Все, что он говорил, имело основу в шариате, будь оно связано с фикхом, хадисом, историей, с арабским языком, тасауфом. Он является мухаккиком и мудаккиком. Он из ахлю тахкик. Это означает, что любой вопрос имам Навави разбирал на научном уровне, приводил к нему далиль, доказательства, указывал на причину появления разбора этого вопроса. Поэтому, если люди, пришедшие после него, последуют за ним, если будут читать его труды, они найдут там лишь путь пророка, миром и благословения Аллаха и его сподвижников. Не сказано им от себя ничего. Да будет доволен им Аллах. Как вы знаете, наш шафиитский мазхаб – один из 4 мазхабов. И наш мазхаб прошел процесс тадждида. Тадждид – это усиление мазхаба, озарение мазхаба, его улучшение и систематизирование. В одно время имам аль-Газали и Абу Исхак аш-Ширази, да будет доволен ими Аллах, были теми, кто усилил наш мазхаб, теми, кто озарил его, кто укрепил его. Они жили в ранний период, чем имам ан-Навави. Имам Навави написал очень много комментариев на их труды, провел очень много работы над ними, сокращал их труды и так далее. Имам Навави написал шарх на труд Абу Исхака аш-Ширази «Аль-Мухаззаб» и назвал его «Аль-Маджму». «Аль-Маджму» во всем мире считается основной книгой, содержащей фетвы по 4 мазхабам. Все знают имама Рафии, большой ученый шафиитского мазхаба. В 7 веке имам Рафии и имам Навави являлись теми, кто усилил наш мазхаб, теми, кто озарил его. Первыми были Абу Исхак аш-Ширази и имам аль-Газали.
После них были имам Рафии и имам ан-Навави, которые усилили и озарили мазхаб. А после них были Ибн Хаджар аль-Хайтами и Шамсуддин ар-Рамли. И вот среди тех, кто усиливал, обновлял и озарял мазхаб, двое являются имам ан-Навави и имам Рафии. И более того, чем отличается имам Навави в нашем мазхабе? Вы все знаете Минхадж, труд имама ан-Навави. Он сократил книгу имама Рафии Мухаррар и термины, которые он разложил в ходе сокращения. Это очень большая, сильная работа. Человек, который понял эти термины, понимает Минхадж и Махаль. Это очень большая поддержка для раскрытия и понимания примеров фикха. И касаемо имама Навави, они сказали, когда говорили о его степени, которую он достиг, муджтахиду тарджих, то, что утвердил имам Навави, принимает вся умма. В шафиитском мазхабе муджтахиды разделены на категории. Есть одна категория – муджтахиду тарджих. Это означает, что если пришло два мнения имама аш-Шафии в каком-то вопросе, то он может выбрать более сильное мнение с точки зрения доказательства. Вот какую степень он постиг. Также, если от учеников имама аш-Шафии, от его сподвижников, которых он обучал, приходит два пути в каком-то вопросе, то он выбирает более сильный путь. Этот путь более сильный со стороны доказательства. Этот путь более близок к словам Аллаха Субхану ва Тааля. Эти слова аш-Шафии ближе к книге Аллаха или к хадису посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям. То, что утвердил имам ан-Навави, вся умма принимает это. Вот настолько у него большая степень. Если пришло два или три мнения имама аш-Шафии в каком-то вопросе, если имам Навави скажет, что это более сильное, то мы принимаем это в нашем мазхабе, без сомнений. Также, если сподвижники имама аш-Шафии разногласили в каком-то вопросе, если имам Навави говорил, что это мнение более сильное, то на этом все заканчивается. Вот его степень. Имам Рафии также является одним из тех, кто усилил и систематизировал мазхаб. Если разойдутся во мнениях имам Навави и Рафии, то одерживает победу Навави. И сказано в вопросе, где они разошлись, что мы следовали за Навави. Более того, ученые сказали о нем «факих уль-мухаддисин» и «мухаддис уль-фукаха». Такая степень дается нелегко. Смысл этих слов заключается в том, что среди ученых-хадисоведов он является их предводителем, и среди них же он факих. Это означает, что он может выводить хукм, правовое решение из хадиса. И сказано о нем «мухаддисуль фукаха». Как мы знаем, ученые-факихи являются теми, на ком зиждется знание шариата, и он является их предводителем. И среди них же он мухаддис. Почему? Потому что в своих трудах он совершал огромную работу в области хадиса. Это называют тасхих, тахсин, тадеев, общеизвестные всем термины. Этот хадис достоверный, этот хадис хороший, этот хадис слабый. Такой степени, позволяющей давать оценку хадисам, не все достигли, а имам ан-Навави достиг этой степени. Если хадис удостоверил имам ан-Навави, то это не оспаривается. Ученые говорят, удостоверил имам Навави в Ровдате или в Шархе на Мухаззаб. После его слов, после того, как он удостоверил хадис, никто не оспаривает. Вот такими большими знаниями одарил его Аллах. На труд имама Навави под названием Минхадж написано много шархов, толкований. И нет среди сокращений книг, на которые было бы написано столько шархов, толкований. И один из шархов, который распространился у нас дома, это Махаль, написанный имамом Махалли, да будет доволен им Аллах. И это прекрасная работа. Также имам ар-Рамли написал шарх толкования Нихаятуль Мухтадж на этот труд, а также Ибн Хаджар Хайтами написал шарх под названием Тухфатуль Мухтадж. Имам Рамли, описывая биографию имама Навави, сказал о нем: «И был он шейхуль-ислам билян низа». Не было никого, отрицающего, что он шейхуль-ислам. Все подтверждали, что он шейхуль-ислам. И сказано о нем «баракатуль анам» – благодать для человечества, и некому это опровергнуть. Не было говорящих «нет, от него исходит благодать для человечества». Все мусульмане умма признали его. И сказано «аль-кутбур раббани» – познавший Аллаха, достигший высшей степени праведника. И сказано «аль-алимус самадани» – ученый от Бога. И ученые единогласны во мнении о его величественности, богобоязненности, научной степени и мужественности. Упомянув все его качества, Рамли сказал: «И все, кто согласен с нами в научных вопросах, и те, кто не согласен с нами при упоминании имама Навави, поднимали руки». Вот настолько эти большие ученые оценили имама Навави.
И более того, имам Захаби сказал касаемо имама Навави, что его учитель сказал, у имама Навави было 3 степени. Если бы у человека была хотя бы одна из этих степеней, то этого достаточно, чтобы ты, сев на верблюда, посетил его. И что же это за степени? Первое – обладатель знаний. Это Аз-Захаби рассказывает, что его учитель сказал. А учитель имама Захаби – ученик имама Навави. То есть имам Захаби – ученик ученика имама Навави. Имам Захаби сказал, что его учитель сказал, у моего учителя было 3 степени. Если у кого-то одна из этих степеней, то его посещают люди. Первая степень – знание. Вторая степень – богобоязненность, отреченность от мирского. Вот настолько он оставил мирское. Это уже степень авлия, приближенных рабов Аллаха. Вилаят, и из-за его вилаята ты посещаешь его. Третья степень – это повеление одобряемого и запрет порицаемого. Для этого нужна большая богобоязненность и большое мужество. Это значит, что он был смелым и мужественным человеком. Имам Навави – тот человек, при упоминании которого получают благодать. Пусть Всевышний Аллах сделает нас из числа любящих и последовавших за ним.